Здравствуйте! В эфире программа «Патруль». С обзором происшествий минувшей недели расскажу вам я, Ксения Перумова. Спешили на маршрутку, а оказались в больнице. В поселке Кахем 18 января в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 3 человека. 21-летний водитель ВАЗа, двигаясь по улице Шахтерска, сбил пешеходов, когда те переходили дорогу в неположенном месте. В результате в реанимацию была госпитализирована супружеская пара. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина и мужчина скончались. Еще одну пострадавшую после оказания медицинской помощи отпустили домой. Женщина пояснила, что они перебегали проезжую часть, чтобы успеть на общественный транспорт, который остановился через дорогу. По предварительным данным, ДТП произошло из-за нарушения пункта 4.3 правил дорожного движения пешеходами, который гласит о том, что пешеходы должны переходить проезжую часть строго по пешеходному переходу, а также водителя, который не учел интенсивность движения, состояние транспортного средства, метеорологические условия, в частности, видимость направления движения. Кстати, в этом дорожно-транспортном происшествии пешеходный переход находился буквально в 20 метрах от места ДТП. Вообще в зимнее время наезды являются достаточно распространенными. Немаловажное значение здесь также играет и гололед. Если даже водитель вовремя увидел пешехода, он не может отреагировать вовремя и остановиться. И еще об одном ДТП, которое закончилось трагично. В Пихемском районе водитель УАЗа при спуске не справился с управлением, и машина перевернулась. Как пояснил мужчина позже, в пути отказала коробка передач. В результате происшествия травмы, несовместимые с жизнью, получил 58-летний пассажир УАЗа. А в ГИБДД уточнили, что одной из причин опрокидывания послужило то, что водитель не учел видимость в направлении движения. Кроме того, автолюбитель был обязан перед выездом проверить техническое состояние машины. Госавтоинспекция отмечает рост ДТП, связанных с наездами на пешеходов. Только с 16 по 22 января текущего года в Туве зарегистрировано 8 ДТП с пострадавшими. Из них 6 это были наезды на пешеходов. 3 наезда произошли у нас в городе Кызыле, 1 наезд на пешеходов произошел в поселке Кахем, и еще 1 факт наезда произошел в селе Сарыксеп. Причем в этих наездах пострадало 4 несовершеннолетних, причем 1 наезд произошел 22 января сразу же на 2 несовершеннолетних пешеходов, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу по улице Шахтерская. 17 января в результате наезда, произошедшего в Кызыле напротив дома 38 по улице Кичиола, пострадал 7-летний школьник, переходивший проезжую часть в неположенном месте. Мальчик госпитализирован в детское хирургическое отделение. Водитель же скрылся с места ДТП. Очевидцев и лиц, имеющих информацию по данному происшествию, просим позвонить по телефонам, которые вы видите сейчас на экранах. По предварительным данным, ДТП произошло из-за нарушения пункта 10.1 правил дорожного движения водителем, который не учел интенсивность движения, состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость направления движения. Кроме того, при дорожно-транспортном происшествии водитель обязан, причастный к нему, обязан незамедлительно остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, оказать по возможности доврачебную помощь, а также позвонить в полицию и ожидать сотрудников полиции. Те водители, которые скрылись с места ДТП, усугубили свое положение. Согласно части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях, им грозит лишение права управления транспортным средством от года до 1,5 лет, либо же административный арест. И еще из хроники ДТП. 23 января произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирской «Газели». В поселке Кахем на пересечении улиц Сергея Есенина и Волнистой водитель, управлявший автомобилем «Газель», следовавший по маршруту номер 15, не предоставил преимущества в движении водителю ВАЗа. В результате аварии пострадали 2 человека – пассажир «Газели» и водитель машины «АвтоВАЗ». Вступил в законную силу обвинительный приговор Кызылского городского суда в отношении Алены Телюш, причастной к хищению денежных средств госпредприятия в крупном размере. Региональным управлением ФСБ и столичным управлением МВД установлено: 12 августа 2015 года должностное лицо Управления федеральной почтовой связи Республики Тыва присвоило 500 000 рублей. В целях сокрытия факта хищения финансист уничтожила первичные кассовые документы и внесла недостоверные данные в автоматизированную систему бухгалтерского и налогового учета 1С предприятия. Она дописала в данные расходно-кассового ордера, увеличила сумму расхода на 500 000 рублей. Тем самым сделала видимость того, что денежные средства выплачены из административно-хозяйственной кассы УФПС и направлены в главную распределительную кассу
отделения почтовой связи одного из районов республики. Гражданский иск тувинского филиала Почты России о взыскании с Алены Тюлюш похищенных денежных средств удовлетворен в полном объеме. Похищенные средства возвращены в государственный бюджет. Кызылским городским судом Республики Тыва Тюлюш признана виновной в совершении преступления. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно. 19 января в Управление Роспотребнадзора Тувы поступило сообщение о факте реализации меховых изделий на ярмарке с нарушением требований законодательства. На этом основании было назначено административное расследование. Действительно, на ярмарке, которая была развернута в здании Центра русской культуры, реализовывались изделия из меха норки, бобра, овчины, енота, кролика и песца. По документам товар принадлежал кировскому предпринимателю. На момент рейда он отсутствовал. Для подтверждения доводов обращения сотрудники Роспотребнадзора выехали на объект, и в итоге выявилось, что на некоторых продукциях из меха бобра по информационным ресурсам в ходе РФИД проверки маркировки выявлено, что не подтверждается данная информация. Вместо бобра идет мех кролика. Кроме того, во всей продукции маркировка оформлена ненадлежащим образом, отсутствует достоверная информация об изготовителе, дате изготовителя и так далее. На весь сомнительный товар был наложен арест. Его общая сумма составила свыше 9 миллионов рублей. Сегодня идет расследование по уголовной статье производства, приобретения, хранения, перевозка или сбыт товаров или продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотрены законодательством Российской Федерации в особо крупном размере. Материалы дела направлены в правоохранительные органы Тувы. И еще об итогах рейдовых мероприятий. В нескольких торговых точках Кызыла выявлена продажа опасного товара – стеклоомывающей жидкости «Даль» для автомобилей с содержанием вредного для здоровья метанола. Сотрудники Управления Роспотребнадзора наложили арест на 11 бутылок вредной для здоровья продукции общим объемом 48 литров. Стеклоомывающая жидкость «Даль» изготовлена московским производителем ООО «Автолайн» с нарушением правил безопасности. Товар был выявлен в киоске номер 9 на территории рынка Можалок без сопроводительных документов и в торговом доме «Автомобиль» на Маяковского, 91. На этом наша программа заканчивается. Звоните нам и пишите. Контактные данные вы видите у себя на экранах. Берегите себя и до встречи.